Это священный праздник, символ стойкости, мужества, силы духа и безграничной любви к своей родине. Подвиги ветеранов, наших дедушек и бабушек, отцов и матерей навсегда останутся в наших сердцах как пример истинного героизма и самоотверженности. Мужество и героизм наших ветеранов стал примером, как нужно любить и защищать свою родину. В 92-93 годах наша Абхазия опять столкнулась с фашизмом, и народ Абхазии победил. Сегодня фашизм опять хочет поднять свою голову. И Российская Федерация на полях сражения с СВО борется с ним. Наши ребята из Абхазии бок о бок воюют сегодня с братской Россией. И обязательно отрубят голову коричневой чуме. И обязательно победят, потому что мы народы-победители. И весь мир должен об этом знать. На протяжении последних 80 лет мы отмечаем этот святой для всех, для нас праздник. На фронтах Отечественной войны против нас сражались французы, испанцы, голландцы, датчане, финны, шведы, всех не перечислить. И сейчас эти страны, забыв уроки Великой Победы, вновь ставят перед собой цель нанесения стратегического поражения нашей стране. Как и тогда мы говорим, наше дело право, враг будет разбит, победа будет за нами. Следом за ними колонна 2-го отдельного мотострелкового батальона вооруженных сил Республики Абхазия. Шагом марш! Приближаются лучшие артиллеристы артиллерийской группы. Торжественным маршем проходят. Также в сегодняшнем параде военнослужащие пограничного управления службы государственной безопасности Республики Абхазия. Проходит личный состав МЧС Республики Абхазия. Перед вами курсанты Высшей школы милиции министерства. Отличники начальной военной подготовки, многократные победители различных военно-патриотических соревнований. Возглавляет колонну преподаватель, подполковник Астамур Беквискири. Возглавляет парадный расчет начальник училища подполковник Игорь Инуа. Смирно! Шагом марш! Смирно! Равнение на середину! Войска Вооруженных сил Республики Абхазия и Российской Федерации для парада
во знаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом полковник Мушба. Поздравляю вас с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Вольно! Вольно! Поздравляю вас с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Министерства обороны Генерального штаба возглавляет полковник Кампия. Следом за ними колонна 2-го отдельного мотострелкового батальона Вооруженных сил Республики Абхазия. Слух. В день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне города и села республики наполнились звуками маршей, музыкой и голосами людей, пришедших отдать дань памяти героям. Одним из самых ярких и трогательных моментов стало прохождение пеших колонн абхазских и российских военнослужащих. В торжественном марше также приняли участие представители всех силовых ведомств. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаем, товарищ министр обороны! Поздравляю вас с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Направо! На исходную шагом! Марш! Командует праздничным маршем полковник Беслан Мушба, принимает торжественное шествие парадных расчетов, исполняющий обязанности министра обороны генерал-полковник Беслан Цвижба. С гордо поднятой головой, в праздничной форме, с синхронным шагом под звуки оркестра Министерства обороны они идут по набережной Диоскуров. Торжественное шествие парадных расчетов началось от памятника неизвестному солдату и протянулось по всей береговой линии. На одного линейного дистанции. Равнение направо. Шагом. Марш! В торжественном марше приняли участие парадные расчеты Министерства обороны, Государственной службы охраны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Высшей школы милиции МВД, Государственной миграционной службы, 7-й российской объединенной военной базы и пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия. Этот момент один из самых ярких и трогательных для тех, кто пришел посмотреть на великий праздник. По обе стороны набережной выстроились люди, ведь сегодня их внуки
правнуки и сыновья участвуют в большой юбилейной дате празднования Победы. Рядом с основной группой торжественным маршем проходят военнослужащие управления Министерства обороны и преподаватели подполковник Астамур Витесили. В небе над Сухумом пролетели военные вертолеты, а в море вышли катера погрануправления ФСБ России в Абхазии. У каждого, кто пришел сюда, есть своя история героя, о котором они будут помнить, говорить и рассказывать будущим поколениям. Скажи, чья фотография у тебя в руках? Старошенко Петр Николаевич. А кто это? Это мой дед. А что ты о нем знаешь, о своем прадедушке? То, что он на войне был, он один раз пострадал, но потом погиб. А в каких битвах он участвовал, знаешь? В 1941 и 1945 году. Ты гордишься своим прадедушкой? Да, горжусь очень сильно. Вадим пришел на праздник со своими братьями Николаем и Петром. Они очень горды своим прадедом. В честь него меня назвали. Что можешь сегодня пожелать в День Победы? Пожелаю всем мирного неба. Главное, чтобы никогда не было войны и чтобы никогда мы этого не встретили. Очень всех уважаю ветеранов и горжусь ими. И всегда пожелаю всем мирного неба и счастья. Война – это самое страшное слово на всех языках мира, но подвиги прадедов – это крылья для внуков и правнуков, участников Великой Отечественной войны, делятся родственники ветеранов. И убрай дала хунира идус ала даречкун ира шефкирхус ибгат нежна амен душнево зира япчерит шедзит убрезухан сара сабдуши хала атрибун ала дырхуит яра таква яп дарат ибхинейгит яшук саярт дылахит уяштах ипстазарадалцы. Поздравляю всех жителей Абхазии с этим замечательным праздником, 80 лет Победы. И желаю всем, конечно, мирного неба над головой. У меня воевал прадедушка в Сталинградской битве, он участвовал. И там, в Волгограде, есть его памятник. Как звали вашего деда? Звали Заводчиков Павел. Это мой прадедушка Гаприл. Он был разведчиком, много разных подвигов совершил, очень такой. Для меня это огромный пример того мужчины, каким надо быть. Это мои родные дяди по линии мамы. Вот, например, Николай Петрович прибавил себе года, чтобы уйти на фронт. А это старший брат уже воевал. Встретились они в Варшаве, два брата. Жители Абхазии покоятся здесь, в Гулерибском кладбище. Они вернулись с победой, дожили до 63 года, 60. Поэтому они знали, что такое война, это наша гордость. У нас еще дедушка, к сожалению, у меня портреты у брата, он сейчас в другом городе идет. Дед пропал без вести, могилы вообще нет. И мы всегда, для нас это место свято. Поздравляю всех с праздником, всем мирного неба над головой. Пускай наши дети не знают, что такое война. Всех поздравляю. Вы сегодня готовились к празднику? Да, это его первый день Победы. Посмотреть на торжественное шествие парадных расчетов пришли и гости столицы, которые приехали в Абхазию из России и других стран постсоветского пространства. Гугуца Вардания, Камила Джопуа, Инал Гвинже, Константин Парулова, Абхазское телевидение.